вершины Кавказа. До поры до времени скрыта их яркая красота под черной буркой ночи. Но вот стремительно и неожиданно наступает утро. Ночная печаль, легкое облако. Ожили горы, заиграли соцветием удивительных красок. Затрепетали на ветру влажные лепестки цветов. Миллионы их на альпийских лугах. Какой цветок подарить любимой? А может быть, вместе с девушкой прийти в лес и смотреть, как белая фата тумана окутывает голубые плечи сосен? Но утро не время свиданий, оно начинается с труда. Все выше и выше в горы уходят отары овец. Спешат туда, где прозрачнее и чище воздух, где сочнее травы на лугах. Над альпийскими лугами гордо возвышаются скалистые гребни главного Кавказского хребта. Сюда на высоту 4000 метров не долетает щебет птиц, шум горных рек. Это край вечных снегов. В эту страну белого безмолвия добираются только крепкие, закаленные люди. Сегодня их двое. Перед ними один из ледников Северной Осетии. Здесь не только романтика первооткрывателей, здесь повседневный нелегкий труд. Богаты горы цветными металлами, но найти их не так уж просто. Впервые этих скал коснулся геологический молоток. О чем поведает этот образец?
Может быть, еще одна тайна будет вырвана у природы. Обманчивы, коварны горы. Что таит в себе эта холодная пелена тумана? Обычный летний дождь. И снова над горным краем властвует солнце. Покоем веет от маленьких голубых озер. Вглядитесь в эти солнечные блики. Есть в них какое-то сходство с потоком импульсов, пробегающих по экрану фантастического прибора. Лениво вытекает поток из озера, подбирается к каменным порогам и круто меняет свой нрав. Какая беспечность! Но человек сильнее природы. Своенравные горные реки сдаются перед его ловкостью и находчивостью. Большие горные дороги, вы бесконечны и круты. Вы опоясали отроги, как ленты ветхой красоты. Как предков наших завещания, чей облик мужествен и строг, и как далекие предания лежат аулы у дорог.
стоят надгробия и башни, как незабвенные года. И славит подвиг наш вчерашний над обелисками звезда. Двадцатый век идет все выше и будет дебри древних гор. Сегодня каждый камень слышит моторов гулкий разговор. Двадцатый век идет все строже, в пути встречая старину, и объявляет бездорожью свою последнюю войну. Завал – обычное явление в горах. Для шоферов это минуты перекура и мало правдоподобных историй. А здесь не до улыбок, работа требует осторожности. Кто сказал, что взрывник – мужская профессия? Благоразумное решение. Последние обломки скал. Путь свободен. Все дальше вглубь гор, к истокам горных рек. Есть по сети места, где царит первозданная тишина. Эти места заповедны. И как уместное дополнение к дикой природе, в чаще леса разгуливают зубры. Зубры, поселившиеся в девственных лесах, олицетворяют древность. Авиация – символ 20 века. Над шахтерскими поселками Осетии мирное солнечное небо. Древние аулы остались в глубине веков.
глубина 700 метров. Штольня пробита в твердых скальных породах. Человек и машина творят чудеса. Метр за метром пробивается горняк к рудоносным пластам, богатым свинцом, цинком, серебром. Коренастые электровозы выталкивают вагонетки на поверхность земли. И начинается романтическое воздушное путешествие руды. Вечереет, и снова стоит чабан на скале, созерцая мир удивительных красок. А завтра солнце вновь поднимется над горами, славя труд человека, и вновь повторится горная поэма, но будет она еще прекраснее, чем сегодня.